А вот детский сад в Усть-Цильме планируется открыть уже в ноябре. Об этом стало известно во время рабочей поездки в муниципалитет главы Коми. Напомню, возведение дошкольного учреждения там началось еще в 2014 году и по графику должно было завершиться через 2 года. Но из-за недобросовестных подрядчиков строительство несколько раз останавливалось, а сроки сдачи объекта переносились. Любовь Лапина продолжит. Все готово, машинки распакованы, куклы пока в коробках. Но уже в ноябре в новый детский сад отправятся 120 малышей. Открытие особенно ждут жители района Усть-Цильмских новостроек. Причем ждут ни много ни мало, целых 6 лет. Возведение объекта началось еще в 2014-м. И вот только сейчас оно подходит к концу. Фактически перекрытие выполнено, противопожарные документы оформлены, тоже их необходимо будет проанализировать уже в процессе обследования объекта. Владимир Уйба лично проверяет готовность детских яслей и сада. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено еще в марте этого года. Садик получил положительное заключение Роспотребнадзора на лицензирование дошкольного учреждения. Однако долгожданное открытие пришлось отложить. Госпожнадзор в ходе проверки выявил нарушение требований пожарной безопасности и выдал отрицательное заключение. Подрядчик должен был устранить замечания до 20 октября и, как уверяет, с этой задачей справился. Единственное, сейчас необходимо проанализировать документы, подтверждающие их устранение, ну и, соответственно, уже обращаться с заявлением на обследование объекта. Хорошо. Ну, там по отчету написано, что до 20 октября. Если там достаточно быстро они нам заключение дадут, на переоформление лицензии минимум 10 дней. Ну, то есть там мы быстро уже сделаем. Понятно. Потому что все остальное готово. В новом двухэтажном здании разместятся 6 групп, 2 зала, спортивный и музыкальный, пищеблок, медицинский кабинет и прачечная. Все в ожидании первых малышей. А вот строительство еще одного социально значимого объекта в Усть-Цильме – лечебного корпуса местной центральной районной больницы – планируется начать в будущем году. Об этом глава Коми уже рассказывает на встрече с жителями. Хирургическое и терапевтическое отделение больницы сегодня располагается в старых зданиях. Одному уже 95 лет, другому 92 года. Капитальному ремонту они не подлежат, а на строительство нового корпуса и другие социальные объекты сегодня нужно почти 6 миллиардов рублей. Ранее Владимир Уйба уже обозначил проблему лично президенту. После того, как доложил президенту, по его поручению докладывал по социальной сфере, и в том числе как раз по больнице в Усть-Цильме, зампредседателю правительства Российской Федерации Татьяне Алексеевне Голиковой. Решили, что начнем стройку уже в следующем году. В этом году проводятся уже мероприятия по выносу сетей инженерных с пятна застройки. В новом корпусе будет расположено отделение скорой медицинской помощи, терапевтическое, самое главное хирургическое отделение и палата интенсивной терапии, физкабинеты и клиническая лаборатория. В целом на строительство лечебного корпуса в Усть-Цильме нужно 530 миллионов рублей. Проект уже включен в адресную инвестиционную программу республики на период с 2021 по 2023 годы. А до конца текущего будет завершена подготовка документации для проведения электронного аукциона. Он пройдет в январе. Подрядчик приступит к работам, как только завершится процедура заключения госконтракта. Любовь Лапина, Николай Богданов, телеканал Юрган, Усть-Цильмский район.